Böyle acayip multfilm aziz teleseyirciler, sizin balacıklarınız seyretti ve umumen sizin böyle küçük yanıcıklarınız ya balacıklarınız için böyle şeylerini göstermek pek mühimdir. Çünkü onlar sizni terbiyelep bir yerge koya, doğru mu? Doğru ve bunu aytmak gerek ki bugün bizim studiyamız musafirlerle dolu ve onların episi meraklı. Onların episini sizge ve bizge tanışmak pek meraklı ola. Şimdi bizim kogumuzda sportçu Hasan Yagayev otura. Onunla tanışmaya biz şimdi hazırmız. Selamun aleyküm, hoş geldiniz. Böyle acayip gün, cuma günü ve sizin böyle sportçu insanın, sportla uğraşan insanın sabahı nasıl başlana? Sabah başladı. Durğanın alam abdest, yapam kılam namaz. Sondan aşağıyım. Aşağıyım saat 6:30'da 7'ye yakınca başlam aşamağa. Kunde 7 kere aşamak gerek. Bu sportla uğraşkan son. Nasıl spor çeşitliliğine uğraşasınız şimdi? Буквально лучше конкретно сейчас вот я занимаюсь бодибилдингом. Вот уже третий год целенаправленно работаю над культуризмом, бодибилдинг, культуризм, работаю над построением тела. То есть это такая тяжелая работа, это нужно создавать себя, вот, как вот скульптор лепит скульптуру, или Да. как там? Мастер. Да, мастер. Вот. Так же самое себя создаешь. То есть это как и спорт, так и искусство. Данная цель видового спорта, то есть по окончанию, вот, готовишься к каким-то соревнованиям, демонстрируешь там на сцене свой результат. То есть если ты генетически одаренный, плюс пропорциональный, то есть, что немаловажно, это такие самые важные критерии, ты должен быть пропорциональный. Соответственно, то есть, ширина плеч, талии, соотношение длины рук, ног. Если у тебя с этим все в порядке, то есть ты можешь из себя сделать хорошую скульптуру. Demek bir insan böyle azgın olsa, böyle uzun boylu ve onu da değiştirmek mümkün. Эбет. Мүмкін. Maşallah. Siz kaç yaştan başladınız sportla uğraşmaya? Ne vakit karar aldınız? Ben sportçu olacağım deyip. Конкретно спортом вообще я увлекаюсь с детства. Вот уже, когда был маленький, меня восхищали такие фильмы, как «Терминатор», вот, с участием Арнольда Шварценеггера, Джеки Чана, Брюс Ли. То есть я интересовался всеми видами спорта. Еще учась в школе, я занимался и борьбой, и тэквондо, даже как-то был период, занимался плаванием. Вот. Но уже ближе к старшим классам, как-то вот в 10-11 классе, меня потянуло к железу. Я всегда был худенький, маленький, ну и решил стать большим и сильным. Вот. Как бы в этом возрасте, у меня вот в 15 лет, где-то 15-16 лет, и началась моя жизнь с железом. Nasıl bir yarışlarda, çempionatlarda siz iştirak etkeniniz? Вот. Peki yutuqları olğandır, galebeler? Потом я вот поступил, когда в университет, там уже я начал заниматься профессионально пауэрлифтингом и уже начал выступать, уже ближе к старшим курсам. Я сначала начинал выступать на универсиадах на местном уровне, то есть на городе Симферополе. Потом уже, когда у меня результаты шли, занимался пауэрлифтингом. То есть это я расскажу, что это такое. Пауэрлифтинг – это силовое троеборье. Приседания, тяга, жим. Вот. Выступал я, как бы приносил медали своему университету. И уже где-то на курсе 5 уже начал выступать и ездить на Украину. Самое лучшее достижение в этом виде спорта – 2-е место на чемпионате Украины по жиму штанги лежа. Я выполнил норматив мастера спорта, но все-таки в силу того, что склоняюсь более к эстетическому виду, то есть я перешел уже после этого на такой вид деятельности, такой вид спорта, как бодибилдинг. Nasıl üniversitede, nasıl fakültede siz okuduğunuz tahsiliniz? Учился в КИПУ на инженера. Mühendis olarak maşallah. Şimdi çalışmıyorsunuz inженер? Нет, по специальности не работаю. Работаю, вот мы с товарищем держим свой спортклуб, и вот в ближайшем будущем, месяц-два, мы расширяемся, мы хотим как бы больше приобщить людей. У нас сейчас идет тенденция, вот как бы вообще по всему миру,
люди приобщаются как-то к спорту. Людей, которые занимаются спортом, становится все больше. Соответственно, становится больше залов, и нужно, чтобы все эти люди могли где-то уместиться и заниматься. Демек, bizim sport hayatımız ve sporттық gereklerimiz kengleştire. Demek, insanlar bu yerlerge baralar, olar sağlam hayatқа emiyet berelер. Bunu soramağa ister edim. Mına bakınız, sizin böyle sport klubunuzda endi mutexassislar katnaylar mı? Ya da addi insanlar özlerinin böyle kıyafetini dengiştirmege ve sağlıkka emiyet vermek için böyle birinci basamaklardan keteler mi? Ну, конкретно вот в основном занимаются люди, которые приходят поддержать себе форму. То есть сделать там какую-то более-менее спортивную форму, там подтянуть, кто-то похудеть, кто-то немножко набрать, если он худой. Людей, которые занимаются профессионально, это тяжело. Это нужно, таких людей вообще мало везде, в любом клубе, но они есть. И должны быть, за таких людей нужно держаться, потому что эти люди все-таки, как говорится, Вдохновляют других. Вдохновляют других, да, и они как эталону, вот в этом зале как эталон. То есть, естественно, заниматься профессионально, это чтобы заниматься профессионально, этому нужно уделять практически половину своего свободного времени. То есть это как работа. Вот вы приходите на работу с утра до вечера, так же само здесь режим, тренировки, сон, питание. Вот. Сізге келген бағышла Гүлжан, сізге келген инсанлардың яшы мақсус. Çok егітлер ме, я да қызлар да келе ме? Қызлар да келе, оғланлар да келе. Возраст, допустим, средний возраст где-то 20-30 лет. Küçük балачықларны огретмеге истер едіңіз ме, ойлайм бір, егерде açmak болен? Маленьким детям еще рано заниматься силовыми видами спорта. Рекомендуется где-то вот лет с 15, когда уже более-менее тело сформировано, вот можно смело начинать постепенно, опять же таки постепенно, не форсируя, заниматься железом и достичь больших успехов. И либо же просто приводить себя в форму, там, допустим, ходить 3 раза в неделю и держать себя в тонусе. Это и для здоровья полезно, так и для тела, и внешний вид будет соответствующий. Не обязательно не забывать про питание. Doğru. Demek böyle çok insanlarımız sabadan turalar, bir şeyini mına yarınғы күнге kaldıralar. Demek mına bazar ertesinden başlarım. Endi yılbaş bayramı yakınlana, yangi yıldan bu sportla uğraşmağa başlarım. Bu sebepten nasıl etip böyle özünü kolga alıp o yerge barmak? Nasıl böyle ruhiyet tarafında olmak gerek? Вот это неправильно, когда люди начинают говорить, вот я с понедельника начну, либо с нового месяца начну, либо с Нового года. Если человек решил заниматься, поставил себе цель, вот он проснулся, все, я хочу, вот он должен собрать в себе всю волю и идти, как говорится, куда угодно, в зал, там, на плавание, на бокс, там, куда-либо. Evde de çalışmak mümkün üzerinde. Естественно, у кого нет возможности, либо времени на дорогу там тратить, можно и нужно с утра вставать, хотя бы 3 раза в неделю по полчаса уделять время, там, делать отжимания, приседания, зарядку, растяжку. Все, в любом случае это полезно. Это раскручивает метаболизм, это полезно как и для здоровья, для тела, так и для внутренних органов, для гормональной системы. Когда все работает слаженно, часики, как часики, тогда и будет, в будущем будет, соответственно, и здоровье, и... Айтқаныңыз кебі спортпен уğraşқан инсан сағлам, ола doğru mu? İçinde de hepsi organları, hepsi şeyleri. Ama bundan gayrı spортпен уğraşsan eğer addi hayatta gerek ola mı? Mesela bir evini korçalamak, sizde öyle bir vakıya olgan mı? Hadiseler olgan mı? Кого-то выручать? Чтобы вам спорт помог, там, кого-то, например, защитить, да, в жизни. В обычной жизни? В обычной жизни конкретно спорт мало важную роль играет. То есть, когда говорят, допустим, вот зачем тебе качаться, толку от этих мышц? Это говорит человек, который там ходит на бокс либо карате. Я ему говорю, в повседневной жизни тебе часто приходилось там, вот, твои навыки, там, с кем-то драться, там, кому-то набить там лицо, он стоит, задумывается. Потому что, в повседневной жизни спорт не играет такую важную роль. Это все равно, все делается для себя. Каждый выбирает данный вид спорта для себя, чем он будет заниматься.
прежде всего, спорт должен быть, если человек занимается для себя, это должен быть для здоровья. То есть, как говорится, большой спорт это уже, ну, Достижение. ну, нет, большой спорт это уже не совсем физкультура, это уже чуть другая политика. Рухиет тарафтан инсан спортен ограшса, mesela табиаты өзгере ме? Вот меняется ли характер? Меняется, естественно. Человек, который даже, допустим, ходит в зал, либо боксирует там грушу, он всю негативную энергию оставляет там в зале. То есть обычно в основном люди, занимающиеся спортом, они уравновешенные, спокойные и держат себя в руках. То есть это вот реально помогает. Мына чоқ біздің ватандашларымыз айталар ки, бөле себірмекнің, азмақның миқтары. Мына инсанның бөле бойы насыл олса, бір 60 бөле олса, ве оның миқтары 60 олмақ керек дейлер. О, добрый бы? Не совсем. Вот с медицинской точки зрения правильно, да. То есть считается рост минус 100, это должен быть твой средний вес. То есть, допустим, у меня рост 1,74 м, вешу я 100 килограмм. То есть у меня избыток получается 26 килограмм. Я как-то в медкомиссию проходил в военкомате, тогда я весил порядка 90 килограмм. И мне сказал врач, говорит, у тебя, говорит, ожирение. Вот, я ему показал свои кубики, как бы он так как-то задумался, думает, что-то тут не то. Вообще, на самом деле, это медицинские показания среднестатистического человека. То есть конкретно к этим цифрам привязываться нельзя. То есть 100 килограмм, вот я 100 килограмм вешу, могут выглядеть по-разному. То есть человек, который не занимается спортом, вообще абсолютно, при моем же росте будет весить 100 килограмм, но это будет человек с 3 подбородками, вот, с узкими плечами, с широкой талией, соответственно. То есть не нужно привязываться к этим цифрам. Вот. Егер де аз olsa, чокка аз olsa, Если килосы. меньше? Да. Нет, если меньше, то это патология. Набирать. То нужно набирать, да, потому что в любом случае, особенно девушкам, если не хватает мышечной и жировой массы, то это большие проблемы могут быть со здоровьем. То есть в будущем, там, если она хочет быть матерью, то она обязана держать определенный процент жира, определенный вес, чтобы, ну, организм был здоровый. То есть недостача веса очень скажется на, даже если она будет матерью, может сказаться на будущем. Бірде бір инсанлар айталар, мен ашайым, мен пек арық. Более бір тек кеміклерін көрсетіп. Да, есть, конечно, категория людей, которые очень худые, ну, как говорится, предрасположенность, да, генетика. На самом деле есть такое, но если копнуть в корни, обследоваться, да, то есть всему этому объяснение в основном это гормоны, которые отвечают за определенный процент жира и мышц. Гормоны особенно вот отвечают за то, чтобы человек, вот если вот он с избыточным весом, либо худой, это гормоны щитовидной железы. То есть я рекомендую таким людям, у которых избыточный вес, либо наоборот недостача веса, обратиться к эндокринологу, провериться, потому что, ну, это не норма. Если слишком человек худой или слишком человек полный, ну, в общем, так не должно быть. Демек, башы докторға бармақ керек. Советую, да, обратиться к доктору. Это, ну, это ненормально. Даже если он генетически предрасположен к худобе или к полноте. Вот. Лучше обследоваться, проверить, что все ли у тебя в порядке, тогда уже делать какие-то выводы. Ну, соответственно, либо там лечиться. Sağ olunuz Hasan Bey. Aziz teleseyirciler, çünkü böyle insanlar spor tarafından böyle fikirlerini sizge айтtılar ve siz şimdi böyle sporcu insanlar o sabasını neden başlanğanı hakkında siz bizni seyredeceksiniz ama bizden ayrılmanız, bizde sabalık olacak rubrikamızdan son. Aziz teleseyirciler, endi biz böyle aşxanemizge keçtik ve Hasan Bey bizge böyle o sabalığıyla bugün tanış edecek. Hasan Bey, biz neni hazırlayacağımız? Сегодня будет коктейль на скорую руку. То есть, если утром проснулись, у вас мало времени, но вам нужно зарядиться и углеводами, и белками. Очень есть быстрый и легкий способ. То есть здесь будет определенное количество, достаточное количество белков. Углеводов это у нас бананы, мед, и жиров это орехи. Орехи как бы полезные жиры. Вот. Неден başlayacaksınız? Начну просто это все закидываться сюда.
Порядок не важен. Так, этот творог пошел. Потом Айры-айры yapмайсыңыз, бераберліктер бішеді. Да, епсін берабер. Яғларымыз да енді қошыла Яғлар, мен да. зестелесердер. Жевізлеріміз, бе ондан да ғайры мұна балға енді мұражат етеміз. Бұйырыңыз. Бал, мүмкін Қач қашық қоя жақсыңыз? 3 қашық қоярым. 3 қашық. Мүмкін 4 қашық. Неге емиет бермек керек? Бұл бір инсан олса оғадар миқтарда, я 2-3 инсан үшін бойлы yapмақ керек. Мен бірозым на бұқадар ішен, бірозым ішен. Машалла, ама... Қыз балаға мүмкін 3 кереге бөлмеге. 3 кереге. Күн девамында бір кере бұашны истемал етмек керек. Я сабадан, я? Сабадан им яхшы бұл. Бында, получается, айтсам, здесь как бы есть быстрые углеводы, которые нужны сразу, чтобы восполнить организм, восполнить энергией, вот, чтобы зарядиться на последующие несколько часов, вот, завести организм. А уже через несколько часов можете полноценно там поесть какого-нибудь гарнира, мяса, такой пищи, которая уже дольше переваривается и тяжелее. Это переваривается как бы быстро. Еңгіл, татлы оларақ, мен білесем. Венезетлі. Незетлі? Да. Бақарық. Чоқ инсаларымыз ер күні аша салар, бұл шайны. Менен башқа шайнде ашай білелер. Ама бұл бананның еріне башқа мейваларын ала білелер. Саба? Не, утром можно, если позволяет время, заварить овсяночку. Вот, можно туда кинуть яблоки, бананы, так же самое положить мед, также орехи. И я еще, бывает, добавляю творог. Это получается огромная масса. Вот, я сажусь за стол и растягиваю удовольствие, минут так 15-20, кушаю такое большое количество еды. И, как говорится, заряжаюсь на несколько часов. Анаңыз евге барғаныңызда бөлі шейлеріні қабыл етемі? Яда осының бөлі ашларын ен сіздің тойдырамы? Йо, анам уже алышты. Анам білен асымен ашайым, не ашайым. Кемерді бір даже майярдым әте, ташлайық банан. Екі банан керек олacak азиз телесерджилер, оларны бөлі шекілде бұл жихазға йоллайсыңыз. Можно один банан. То есть я примерно показываю пример для 2 приемов среднего человека. Наливаем молоко. Суд қач мықтарда олмақ керек? Ярым литрге? Ну, примерно, делается все примерно на глаз. Да, если вдруг там будет слишком густая консистенция, можно будет еще чуть-чуть добавить молока. То есть кто как любит. Кто любит пожиже, кто любит погуще. Включаем. Вот. Все это растворяется в сетке. Устойчиво стоит. Я могу поддержать на следующий. Қачта не керек ола бойле тұтмақ оны? По времени? Да. Ну, желательно побольше. То есть вот он где-то минуту, чтобы хорошо измельчилось. Pek meraklı, şunda da cevizler de böyle kıyafetini alalım. Ufaklaşa. Ufaklaşa. Buna bunu çetki almağa. Keliniz men temizleyip. Endi men belesem hazır. Yok? Азер, я. Hazır. Вот сейчас получается немножко густовато, вот так как я люблю. То есть кому-то там можно сделать пожиже. Вот. Нальем. Sütті енді көпіріп башлаған, көрем. Бұйырыңыз. Сағыңыз. Бірінші кере сағлам тарзда сабамызны башлаймыз, ama біз тырышамыз. Енді бөле инсанлардан сон, сіз де бөле ажайып içimliklеріні япа білесіңіз. Сіздің сағлығыңыз өзіңіздің қолыңызда. Ve şu себептен Асан Бей біздің телесерджилерімізге нені тілемеге істередіңіз? Бір даққа. Мына. Тілемеге. Мен içіп бақарым, сіз тілегіз. Içіп бақыңыз. Хочу пожелать всем здоровья,
правильно питайтесь, ну, и будет здоровье. Занимайтесь, если нет возможности дома физкультурой, если есть возможность, приходите в зал, в какой-либо зал, пусть будет там тренажерный зал, либо бокс. Ходите, посещайте, это ради вашего же здоровья и долголетия. Sağolunuz çok lezzetli. Anda böyle tatlılıklar, ekşilikler ama her bir saniyede senin ağzında böyle şeyler oynay. Çünkü yumuşak ve ağzında her bir şey böyle tenine güzellik ve sabadan böyle tatlılıkını içmek. Ben belesem hepinizge böyle tavsiye etem. Şu sıradan böyle miktardağı içimlikni nasıl içmek gerekler? Miktarı bu iki insan için siz ama bunu bir özünüz içesiniz. Да, мен епсін бір өзінің ішем, маға çok керек. Как и белки, так и жир, так и углеводы должны быть в большом количестве. Человек, который занимается для себя физкультурой, работает в повседневной жизни с небольшой средней мышечной массой тела, ему достаточно, мужчине, это поделить на 2 раза, то есть взять там, допустим, 100 грамм творога, 250 мл молока и 1 банан. Это вот ему на 1 раз будет. Девушке же, естественно, такую порцию можно будет разделить на 3. А ondan son neni aşamağa böyle uylege ve akşam vaktına tavsiye etesiniz? После? После, ну, где-то через 2 часа, ну, максимум 3, я уже ем более полноценную пищу, твердую пищу. То есть это какой-нибудь гарнир и кусок какого-нибудь мяса там. То есть либо рыба, либо говядина, либо курица. Постное мясо. Потому что все-таки здесь у нас растительные жиры, они полезные, а жиры животного происхождения, они нам нужны, ну, в небольшом количестве. То есть за этим нужно следить, чтобы мясо было не жирное. Sağ olunuz kelgeniniz için böyle sabahlıknen bizni karşıladınız sizde ama güzel şey men belesem faydalı aziz teleseyirciler. Siz de böyle bir saniyelerinin içinde böyle acayip içimlikini yapabilirsiniz. Bu hafta Hasan Bey aytdı ve siz de bizim rubrikalarımızı ve programımızı seyretiniz çünkü o gün de sizni çok rubrikalarımız bekley buyurunuz.